Друзья, мы с вами находимся в поселке Орлах, это Мирнинский район, где-то 26 километров до Мирного. И сейчас мы идем в музей, посвященный другому поселку, который называется Той-Хая. В свое время, где-то в 60-х годах, этот поселок был затоплен при строительстве ГЭС. Но это было плановое затопление, потому что необходимо было построить Вилюйское водохранилище. И, соответственно, людей переселяли в разные места. И вот именно этот поселок Орлах – это то место, куда тоже переселяли переселенцев. И вот сегодня я попробую вам провести экскурсию, более правильно, более подробно рассказать про этот поселок. Иначе она по профессии. Дочка, да? Ну, сейчас будем это рассказывать. Познакомимся все, Познакомимся, да? Это вот он, музей, здание. Ну нет, туда, это администрация, Администрация. библиотека у нас. И в нем же музей находится? Да, в нем. Это музей переселенцев села Той-Хая. Сколько у вас тут переселенцев, кстати, сейчас живет? У нас мало. Общий Не только знаете? 200 человек, наверное. Около 200 даже, да? Около Да, 200? всего нас осталось. Ага. Вот Дмитрий Это тоже. Дмитрий Георгиевич Петров. Здравствуйте, да. Ага, мой земляк. Очень приятно. С этого Тоже? поселка Той-Хая. Ага, тоже, да. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет, ребята. Все, заходим. Здорово. Это внуки. Внуки, да? Да. Класс. Ну, давайте пройдем. Погодки? Да. Здравствуйте. Это Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, да? Очень приятно. основатель музея нашего. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что решили посетить наш небольшой музей, местечко, место памяти о наших предках. Мы хотим ее сохранить и передать нашим потомкам, чтобы они знали историю. Вот этот небольшой музей был открыт в прошлом году на средства президентского гранта. Небольшой, но у нас большие планы. Мы хотим расширяться, потому что у нас каждый раз информации все больше и больше, и люди тут что-то приносят. Вообще, когда мы еще не занимались глубоко историей, мы как-то поверхностно тоже знали, но чем больше мы узнавали, эта история была, вот эта вот невероятная история села Той-Хая, долины Чоны. Она очень для нас родная. И вот наша команда музея, тоже потомки. Сколько вас много? Здорово. Ольга, Ага. Татьяна Михайловна. Вот. И мой папа, тоже переселенец села Той-Хая. Вот. Сколько людей из поселка примерно переехало? Около 500 человек, небольшой поселок. 500. 60-е И все годы. сюда именно? В основном наше село считается как бы село переселенцев. Вот. Но сейчас осталось их около 200. Очень мало. Именно тех, кто переселен был, да? Ну, вот, конкретно. Ну и плюс потомки, да, уже? Да, здесь у нас все потомки, поэтому мы хотим для них историю сохранить и передать. Да, это важно. Вот. По идее, по всей Якутии почти. Да, сейчас-то уже, да. Вот оно так. Да, так было. А это после затопления, вот, да. Где поселок был? Ну вот здесь где-то. В середине всего этого, да? Да. Там осталось вот кусочек горы, и там вот этот памятник, который потом установили жители села Там на Той-Хая. месте памятник, да? Да. Буквально 2 недели назад отец исполнил мою мечту, и мы съездили, посмотрели. И для меня это было очень... Сейчас мы занимаемся книгой, пишем, потому что тоже выиграли грант Алроса на создание книги. Там у нас история и вообще история села и история вот жителей, воспоминания жителей будут. Ну и воспоминания, конечно, детей, потому что их практически не осталось. Все, что можем, мы вот собираем. Вообще история Той-Хаи начинается с 3000 лет до нашей эры, когда вот муж с женой Светлана Федосеева и Юрий Мочанов, они организовали экспедицию, и вот во время экспедиции при раскопках было обнаружено скребки, наконечники, которые датируются 3000 лет до нашей эры, то есть это эпоха неолита. Уже в это время там жили люди.
И вообще упоминание реки Чиона мы нашли на карте Ремезова. Ремезов, он рисовал карандашами реки. И первое упоминание было в 1701 году, старинные карты Ремезова. А это вот те вот, которые... Да, муж с женой, которые вот организовали раскопки. И упоминание Той-Хаи мы нашли в книге Мака, Ричарда Карловича Мака, путешественника. Там тоже он вспоминал, что Той-Хая очень такое красивейшее место, описывал. То есть в книге Мака можно Вилюйский округ найти это упоминание. В 60-х годах, когда обнаружились алмазы, то есть нужна была электроэнергия, и село Той-Хая попало под зону затопления, поэтому... Но жители села Той-Хая, каждый участвовал в экспедициях, были каюрами, проводниками. Вот. Только они знали тропы. И когда приехала экспедиция вот, во главе с Фанштейном Григорием Хаимовичем, который является первооткрывателем якутских алмазов, в его экспедициях и участвовали местные жители. Были каюрами, проводниками, да. Это макет села. Всего, да. да? Нет, это часть только села. Домики делал тоже переселенец Семенов Николай. Он при жизни делал, и потом сын его подарил нашему музею. И этот макет сделан по карте Наговицыной Марии. Она вот сделала по памяти. По памяти. Да, по памяти. Человека уже нет, а просто предоставлено. Вот это очень уникальный альбом, потому что он был создан учениками Той-Хаинской школы, да, получается. И дети ездили до затопления, экспедиция была. Ценность в том, что здесь сохранены, ну, как бы виды до затопления. Вот мы потомки той-хаинцев, мы сами-то не видели. Нам только слышали, как бабушки, дедушки рассказывали, мамы, да. И то моя мама была очень маленькая, когда переезжали. И здесь мы можем посмотреть, вот как с любовью это все комментируется. Времен, да. В то время же ни Инстаграма, ничего не было. И вот при помощи таких альбомов они запечатлевали свои поездки, природу. И вот такие вот милые описания там есть. А сейчас, получается, вода вот так вот уже там, да? Нет, вот, это все уже потоплено. прям Получается, вот даже эти сопки чуть-чуть, потоплены. чуть-чуть вот здесь гаражи есть. Вот только вот эта часть осталась, представляете? Да. И вот всегда мои бабушки, дедушка, ну, мой дедушка охотник, и он с 14 лет начал охоту из-за войны. И очень много было дичи, там всякая рыба прям там было видно, как плавают. Много, да. получается? Они всегда с любовью вспоминали. Бабушка, она говорила, очень много разных растений было, которых здесь нет. И да, и она прям... Видите, вот как интересно сейчас они... И вот они на плотах сами строили. Сейчас нынешним детям вот расскажешь. Вот у них какой-то вороненок еще там они нашли. Ну, тоже. Сейчас. Меня удивило то, что вот... Это вот они, ребята, да, эти? Сейчас. И вот так они все описывают, что делают, что там заинтересовало, что нашли. Сейчас вот здесь интересно было. Вот жили вот в таких палатках. Вот видите. Сейчас прочитайте, что там. Гнезда исландского Шпат. Получается, там было месторождение исландского шпата, да, который имел стратегическое значение во время войны. И только там было и добывали. Да, это порог такой, прям бурный, да, видно. Там сплавлялись, наверное. Да. И вот они вот там богато щукой там было написано. Вот они ловили. Сейчас мы смеемся, детей лишний раз никуда не вывезешь, а в то время вот как-то вот учитель имел храбрость, да. Ну вот на экспедицию, да. Они же все, и вот на таких плотах они, вот тут написано 140 километров, да. Они вот так сплавлялись. И вот здесь мне понравился вот итог поездки. И вот здесь люди, которые там участвовали. Валерия, она, ну, как бы моя родственница. Мне очень приятно, что вот, ну, как бы, она тут есть.
Мы хотим сохранить память о наших предках, о наших дедушке, бабушке, да, потому что время уходит, и для наших детей уже ничего не останется. А тут они могут прийти, посмотреть, вот мой дедушка там, ну, там охотился, про этого чемпиона нашего посмотрят. Ну, как бы, да, вот очень, мы очень гордимся им, ну, радуемся, что он жив, мы можем с ним разговаривать, это же легенда. Это бронзовый, это вольная борьба, он бронзовый призер серебряный призер в Монреале. Но я всегда с любовью вспоминаю Той Хаю, потому что, ну не то, что вспоминаю, а людей, потому что я была знакома вот с такими людьми, которые вот там работали, главным врачом, там медсестра была моя тетя Катя, да, и про них потом вот это все читаешь, собирали когда данные, вот, ну, я их помню всегда очень такими светлыми людьми и такими честными. Ну вот прям для меня они пример, да, что они вот от души посвящали своей любимой работе. Сейчас Карл Карлович, он, например, был почетным человеком Сунтара, да, потому что он всю жизнь посвятил, ну, как бы, врачебному делу. Ветераны Великой Отечественной войны, в годы Великой Отечественной войны их не призывали на фронт, потому что село было бронировано. Они были охотниками и добывали пушнину, мясо для нужд фронта. Но все-таки нашлись добровольцы, которые ушли на фронт и вернулись оттуда. Также вот вблизи села Той Хая было единственное месторождение исландского шпата, вот, который стратегически был важен для военной оптики, по своих характеристикам очень подходило там. И вот в Ахтаранде добывали исландский шпат. Старая фотография добыча шпата, вот единственная фотография сохранилась. Есть небольшая история вот с этим стендом. Стенд был практически готов, не было Бориса Николаевича Иванова, а у Владимира Дмитриевича Каплина не было фотографий, к сожалению. И потом я отправляю фотографии, говорю, кто это, ну, в группе, где мы, напишите, кто это. И в итоге мы нашли Владимира Дмитриевича, даже у родственников не было фотографий, и родственники принесли сведения о Борисе Николаевиче. И в этот же день нам сказали, отправляйте на печать. Вот. Ну, вот, у меня до сих пор, я рассказываю, у меня вот мурашки. Основатель музея, вообще первый музей был в ДК Той Хая, сейчас его нету. Вот. Семенов Николай, тоже переселенец. Он мечтал создать музей красивый, большой. И вот он написал пьесу «Барасты Той Хаям Барахсан», на основании которой сняли вот этот вот спектакль. Несмотря на то, что это маленькое село, 500 человек, но оттуда вышло очень много знаменитостей. Вот Александр Иванов, серебряный призер Монреаля, Чона Михаля, вот, тоже очень много стихов написал, очень много книг. Попытались воссоздать жилище, берестяная утварь. Вот. Это все современно сделанное? Нет, это вот с первого музея, тоже жители нашего то, что села. было с тех времен, да? Да, они приносили. Это вот конное убранство Чапарах подарила музею моя тетя, тоже переселенка села Той Хая, она мастерица, она сейчас в Хаптагае живет. И вот она с любовью подарила нам, ручная работа полностью.
Добрый день, глава Чонинского наследия Тамара Васильевна Горохова. Мне очень приятно, что у нас сегодня гости такие приехали, и я немножко вам расскажу про свой поселок. Ну, у нас не поселок, а сельское поселение. Вообще муниципальное образование Чонинский наслед состоит из 2 населенных пунктов. Административный центр – это вот село Орлах. У нас население где-то 1558 человек. И неподалеку отсюда, в 30 километрах, есть поселок Заря. Это рабочий поселок. Самое лучшее, что я могу сказать, это что у нас демография растет. Из года в год, да, у нас рождение, естественный прирост больше, чем убытие. Детский сад большой, 3-этажный. И самая тоже хорошая вот такая новость, что нынче в этом году там капитальный ремонт. Там в основном где-то от 110 человек, ну, детишек ходит. Также есть школа у нас тоже вот 2-этажная, каменная. Ну, школьников не так уж много, но я не скажу, что, но где-то около 190-200 детей есть. Нормально, но это общеобразовательная, 11 классов. Ну и единственный бюджетообразующей организации – это совхоз новый. Это занимается сельхозпроизводством, да, это у нас куры и крупный рогатый скот. Местное молоко и яйцо, самое главное. Это как бы потребность села не только, но и всего Мирнинского района. Ну и, конечно, самая главная составляющая, как для всех населенных пунктов, это люди. И самое такое достопримечательность, вот сегодня вы бывали в музее. Музей у нас открыт всего год. Вот недавно, мы 30 мая, да, у нас 1 год был, как открылся музей. Но самое интересное, мы его ждали очень долго. Очень долго, потому что переселение само было в 60-х. Но начиная с 64 по 67 год, это села Орлах людей переселяли. Ну, Дарья вам полностью рассказала. И с тех пор, как бы люди, потеряв свою малую родину, естественно, желали, чтобы хоть какая-то частичка памяти была. Ну и вот благодаря нашей Дарье эта мечта осуществилась. Есть у нас конкурс, слышали, да? Конкурс эстрадной якутской песни, называется «Той хая». Это ежегодный фестиваль. Были, да? Вы не видели? Это у нас оно республиканского значения. Поэтому ежегодно в марте месяце у нас вот этот фестиваль приходит. И молодые таланты со всей республики приезжают. И достаточно такой весомый в будущем поселок еще лучше будет. Так что приезжайте. Да, спасибо. Ну, всем спасибо за экскурсию и общее фото. Пошлите. И расходимся. Где видели? С дедушкиного окна видели? Вчера. Вчера видели, да? Север рядом. Так. О, смотрите, здесь. Спасибо. Оля Фокс у нас еще в гостях. Витя подойдет. Мирнинский блогер. Оля, передавай всем привет. Всем привет, Оставим ребята! ссылочку на тебя здесь. Обязательно. Оля Фокс Инстаграм. Снимите, пожалуйста, девочки. Сейчас поймаю. Чик-чик. А где О, монтируешь сразу же? На компьютере или? На ноутбуке Adobe Premiere. Ну, Я, ну, то есть, да, в дороге на жизнь расскажу. Я просто решил снять еще эту тему. Мы изучаем мою камеру Осмо. Да? Вот микрофончик нацепила, так вот бежал, можно даже быстренько так раз, он цепляется, и уже снимаешь как бы. Всем привет, ребята! Меня зовут Оля Фокс. Я твоя подруга не вопрос, и я эксперт по таежной эстетике. Я лесная фея, люблю путешествовать, люблю лес. И что? Я люблю север, Арктику. Мечтаешь в Арктику? Да, мечтаю попасть в Арктику. Где было, да? В Арктике, ну, оленек в этом году на фестивале оленеводов была. Вот. И вот недавно приехала из Момы. В походе была, жила у оленеводов. Я твоя крейзи подруга. Подписывайся. Ну, рад был знакомству со всеми. Ура! Давайте. Едем мы в Арктику! Да, всех ждем в Арктике. Ура, ура, ура.